Табагинская школа отметила свой 60-летний юбилей. Датой образования школы считается ноябрь 1959 года. Но по итогам исследований школьного музея в этом году найдены документы конца XIX века по созданию церковно-приходской школы в селе Табага. И мы подняли все-таки архивные исторические справки, где общественным приговором, оказывается, был такой ранее, в 1892 году было указано Советом старейших открыть в Табаге, в старой, здание школы церковно-приходской. И тогда нам в этом году насчитывается 127 лет. Вот эти документы сейчас на оформлении, на обсуждении, для того, чтобы в следующем году мы смогли отметить сразу после 60-летия 128-летие, если будет такое принято. Это у нас праздник, это праздник для детей, поэтому мы своих деток привезли в город, привезли сюда демонстрировать свои ресурсы на фабрике звезд. В юбилейном концерте под названием «Фабрика звезд» ученики продемонстрировали свои таланты. Как отметила глава Якутска, проекты, которые реализуются преподавателями и учащимися Табагинской школы, впору передавать другим школьным заведениям не только в городе, но и во всей республике. Проекты школы, они очень разнонаправленные. Это и краеведение, это и история, это и современные технологии, и это точка роста. Одна из немногих в городе Якутске, что является достижением и школы, и учителей, и учеников этой школы. И то, что в рамках народного бюджета вы не пошли, как все, ставить скамейки или что-то там бетонировать, а именно создаете сайт, создаете свой уникальный продукт со своим уникальным наполнением, и причем это даже вот не в каком-то нашем таком местечковом формате делаете, а уже с привлечением специалистов аж из самой Москвы. Но это тоже говорит о том, какие вы себе ставите планки. Потому что очень правильно делают ребята, ваши учителя, когда ставят перед вами высокие цели. Это как в спорте. Чем выше планка, тем выше достижение. Поэтому никогда не останавливайтесь ни на чем таком среднем. Не позволяйте себе ничего такого среднего. Всегда стремитесь к лучшему. Гордость любой школы – это ее ученики. Каждый год ученики и учителя школы активно и достаточно успешно участвуют в различных городских и республиканских мероприятиях. От управления образования, от себя лично поздравляю Надежду Александровну и коллектив Табагинской средней школы с юбилейной датой. И хочу пожелать еще больших успехов в учебе, во всех отношениях. Вот нынче мы сделали точку роста, и отныне уже у нас очень много мероприятий проходит на базе школы. И коллективу хочу пожелать творческих успехов, понимающих родителей и умных детишек. Табагинская средняя общеобразовательная школа находится в 30 километрах от города и является центром образования 3 населенных пунктов. Учеников развозит школьный автобус 2 смены. Светлана Табалаева, Спиридон Лопатин, Якутск ТВ. Окружная администрация Якутска и фонд «Семья для ребенка» в рамках Года добрососедства провели семинар-тренинг «Добрососедство как технология развития территории». Специально для проведения семинара приехал Сергей Кузнецов, руководитель общественного проекта «Добрые соседи», координатор ежегодной всероссийской акции «Международный день соседей». На встречу с Кузнецовым пришли активисты-общественники, представители советов, общественной палаты и администрации города Якутска, некоммерческих организаций и волонтеры. И ведем активную общественную работу у себя в микрорайоне. У нас несколько направлений. Это и раздельный сбор, и экология, спорт, и ЗОЖ. Мы проводим различные мероприятия. Это благоустройство. Провели не один субботник. Очень много мероприятий у нас в подчинении жителей. У нас есть результаты хорошие. Действительно, жители тянутся. Не сразу у нас все получилось. Были проблемы, многие не понимали, зачем нам это нужно. Я думаю, это все как-то влияет на устойчивость нашего микромира, поэтому мы эту работу будем продолжать. И буквально завтра мы собираем теперь уже мамочек нашего микрорайона. То есть у нас все по разделам, по сообществам, вплоть до кошек, до собак. Как отметили участники и ведущие тренинга, взаимодействие соседей сегодня выходит на новый уровень в связи с серьезными изменениями в жилищном кодексе. От того, как складываются наши отношения с соседями, как принимаются коллективные решения, зависит и финансовое, и техническое, и эстетическое состояние домов, дворов и шире муниципалитетов. Решение по управлению домом, то, что у нас есть в жилищном кодексе, это как раз та самая точка взаимодействия с соседями, которая нас объединяет и которая обязывает. Если
мы всегда говорим, что вот как бы нужно вот что-то сделать с соседями. Давайте пойдем на субботник или давайте пойдем пить чай. То есть здесь кто-то любит чай, кто-то водку, кто-то еще что-то, абсолютно. А когда ты говоришь, что нам это надо, и это написано в жилищном кодексе, то вот где? Вот общее собрание, потому что мы обязаны, все собственники, все соседи, приходить раз в год хотя бы и взаимодействовать. Если мы придем и там только начнем знакомиться и ругаться, и выяснять отношения, то у нас ничего не получится, и дом может развалиться. А если у нас если мы туда придем уже подготовленные, то тогда у нас получится хорошо. Участники семинара обсудили технологии и практики развития территории, поделились опытом создания полезной для жильцов инфраструктуры. Татьяна Павлова, Константин Корякин, Якутск ТВ. На общегородской планерке глава Якутска Сардана Аксентьева прокомментировала недавно инициативы Федерального министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, направленные на реновацию жилого фонда, инженерной и социальной инфраструктуры городов макрорегиона. За 2019 год в Якутске признано аварийными около 300 жилых домов, тогда как за предыдущие 5 лет 165. Это делается для того, чтобы город был технически готов к третьему этапу программы переселения граждан или к другим федеральным программам, которые могут быть приняты в стране. Для определения статуса аварийности жилого дома необходимо участие самих граждан. Так, по Жилищному кодексу России заказывать и оплачивать экспертизу технического состояния дома должны сами собственники. Но идут на это не все. Я не понимаю, у людей некоторые не хотят или что-то вон ссылают, потому что как-то признать это аварийная программа, надо этот дом, через кадастр или какой-то признать процент износа дома. Но это же надо оплатить же, это карманные расходы. Но это получается, мы же 2 и 3 жильцов не будем же 16 квартир полностью оплатить этой стоимости. Они же считают, какой вот этот дом двухэтажный и напишут стоимость какой-то. Вот это не можем, поэтому вот. И другой вот это. Ну, хотелось бы, чтобы наш дом быстрее снесли, чтобы мы как-то жили в благоустроенном каменном доме. По оценкам экспертов, около половины жилого фонда в столице республики де-факто является ветхим и аварийным. Но показать реальное состояние аварийного фонда в Якутске может только документальное подтверждение. Людям необходимо объяснять, что дома в должном порядке признанными аварийными встают в порядке признания их таковыми, в хронологическом порядке встают в некую виртуальную очередь. И если не заработает по каким-то причинам эта программа реновации Дальнего Востока, они войдут в 3-й этап переселения. Наша с вами общая задача объяснять людям, чтобы они как можно быстрее юридически признавали свои дома аварийными. Будем повторять это до тех пор, пока у нас все дома не будут переписаны. Потому что как только эта программа будет принята или объявлена, Якутск должен с большим массивом войти в эту программу. Заявить самое большее количество и, соответственно, просить финансирование под имеющиеся дома. Глава Якутска настаивает на том, чтобы проводить процедуру признания домов аварийными поквартально. Это наиболее эффективный подход к комплексной застройке города. Татьяна Павлова, Спиридон Лопатин, Якутск ТВ. Окружная администрация города Якутска приглашает на практическую конференцию «Муниципальные закупки, вехи развития и перспективы», посвященную 15-летию профильного управления. Конференция состоится 28-29 ноября 2019 года в городе Якутске. На мероприятии будут рассмотрены вопросы по выстраиванию эффективной системы закупочной деятельности с учетом изменений в законодательстве. Выстраивание эффективной системы закупок – это работа не одного года, многих лет. И к 2019 году я считаю, что у нас в городе Якутске выстроена система централизованных закупок в той мере, в котором мы хотели бы показать. И для того, чтобы показать вот ту систему, которая у нас на сегодняшний день действует, мы решили, провести конференцию практическую, поделиться опытом. Мы попытались охватить абсолютно всех участников закупочной деятельности, начиная от заказчиков и руководителей контрактных служб и участников в виде предпринимателей и бизнесменов. Участие в нашей конференции бесплатное, поэтому мы приглашаем всех муниципальных заказчиков Республики Саха-Якутия, всех заказчиков, которые работают по 44 и по 223 в городе Якутске, и всех контрольных органов, которые в силу своей деятельности тоже задействованы при
работе, деятельности заказчиков по 44 и по 223. Данная конференция является уникальной возможностью получения самой актуальной информации в сфере закупок от ведущих лекторов России и будет интересна для всех специалистов, связанных с закупками. На очередной планерке ЖКХ заместитель главы города Якутска Роман Сорокин заслушал отчеты ресурсоснабжающих организаций, управления округов и пригородов о текущей работе. На сегодняшний день все предприятия города работают в штатном режиме. Не обошлось без внимания и санитарное состояние города. На планерном совещании региональным операторам были подняты вопросы вывоза твердых коммунальных отходов и мерзлых бытовых отходов. В ходе работы, в ходе обслуживания в основном неблагоустроенного жилищного фонда, у нас возникает вопрос в части то, что жители данных домов в контейнера для сухого сливают жидкие бытовые отходы, что в свою очередь приводит к тому, что у нас, грубо говоря, специализированная техника не может убрать контейнерные площадки по причине того, что эти контейнера, грубо говоря, смерзаются с землей, либо технически техника не может их поднять. У нас 17 адресов таких, и уведомляем территориальное органы управления, поскольку если такие повторы будут, мы будем вынуждены убрать эти баки, поскольку физически мы их убрать не можем. Техника элементарно, манипуляторная установка, которая стоит на специализированной технике, поднять этот бак не может. По строительному округу мы там некоторые баки пытались долбить, но это повторяется уже и неоднократно. Уведомления мы соответствующие направляли, прикладывали акты осмотра. Данный акт осмотра мы оформляли вместе с управляющими организациями и жителями данных домов. И также у нас есть видеофиксация, то, что жители, хотя даже ставят эти шайбы на 17-м квартале, люди идут и выливают жидкие бытовые отходы прямо в бак. То есть здесь мы призываем, чтобы территориальные органы максимально отработали жителей, как-то, я не знаю, какая-то разъяснительная работа, либо тут Роспотребнадзор подключится, либо там административная комиссия, но вопрос нужно решать. Региональные операторы не отказываются убирать баки, то есть не отказываются убирать твердые коммунальные отходы, но мы просим, чтобы по данному факту какие-то меры были предприняты. Руководителями управляющих компаний были предложены различные варианты решения проблемы. Но, как отметил Роман Сорокин, главное, чтобы сами жильцы осознали важность цивилизованного избавления от мусора, и тогда таких проблем не будет. В принципе, как отмечается со стороны наших служб, в том числе и регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, количество обращений, жалоб, по сути дела, сотни у нас в разы снизилось. Остаются точечные вопросы, это связанные, я считаю, как с текущей деятельностью. В принципе, отмечаю удовлетворительно на сегодняшний день работа, связанная с вывозом своевременным и размещением на полигоне твердокоммунальных отходов. Заместитель главы города по ЖКХ поручил руководителям управ и управляющих компаний своевременно отрабатывать заявки, поступающие от жителей, и контролировать качество их выполнения. Светлана Табалаева, Спиридон Лопатин, Якутск ТВ.